Девушка, не могли бы помочь мне? Вы давно открылись? Что-то этого места не помню. Да нет. Вы когда тут последний раз были? Ну, лет 10, наверное, уже прошло. Бар открыли в нулевых, 2 раза перестраивали, меняли интерьер. 2 раза перестраивали. Интерьер меняли. Да. Быстро сейчас все меняется. Я был убежден, что девчонки до сих пор здесь табунами ходят. А у меня здесь жена. Что с ней случилось за все эти годы? С женой? С бывшей. Мы тогда детьми еще были, молодыми. Угу. Мне 19, ей 18. Полгода только вместе были. И что случилось? Случилось. Да ничего. Не хотел быть чьей-то собственностью. По мне так, собрал вещи и в путь, как только припрет. А ей это не подходило. Домашняя девочка. Так что, адью. Ни слез, ни сожалений. Давай еще порцию, и я ей позвоню. Могу же я позвонить своей бывшей? Дорогая Ира, у меня тут дилемма. Не видел свою бывшую 10 лет, а тут внезапно оказался в городе, в котором она живет. И что, он до сих пор здесь живет? Да. Звонил одному приятелю. Сказал, что все при ней. Муж у юбки, даже 2 спиногрызов. Вот. Вот. И ничего страшного.
Форматом окрашивания, перевернувшим мир. Впервые стойкая краска мусс в формате шейкер от палет. Краска мусс не течет. Наносится Алло? просто как шампунь. Невероятное удовольствие от использования. Для стойкого, сияющего и интенсивного цвета. Кто это? Новинка палет краска мусс. Шварцкопф. Официальный Слушайте, спонсор мне тут Евровидения. ребенок расплакался, телевизор орет. Я ничего не слышу, подождите. На второе для... Жду. Достаем пакет для запекания и повторяем за мной. Наполняем, засыпаем, закрепляем, запекаем в собственном соку без добавления масла, сохраняя полезные свойства. Ну так кто это вы говорите? Это Эдди. Ну, Брахович. То правда? Правда. Вот случайно в городе оказался. Решил позвонить. Ну, даже не знаю, что сказать. Ира, ты меня ненавидишь? С чего бы? Ну, что у нас ничего не получилось. Да перестань ты. Мы же детьми были глупыми. Детьми? То есть... Ну, конечно, мне 18, тебе 19. Свадьба эта дурацкая. Дурацкая. Ой, ну что же это я? У тебя столько лет ни слуху, ни духу. Ты как вообще? Чем занимаешься? Да, по-разному. Недавно уволился со службы. Летал для одной компании по добыче жемчуга на Цейлоне. Сейчас планирую открывать свой бизнес. До Цейлона работал на алмазных копиях на Амазонке. Ну, прям Индиана Джонс. Нет, ты не подумай, эта работа очень тяжелая, грязная и опасная. Ира, ты как? Ну, как? Я хорошо, нормально. Ну что, как все. Замужние женщины. А ты счастлива? Ну, да, вполне. Ну, знаешь, суета всякая. Беспорядок с детьми. Ира, а можно я заеду к тебе? Ой, слушай, в доме кошмар. Я не готова. На прошлой неделе малой ветрянкой переболел. И сегодня ночью Тоже не выспались. Ну, не прибедняйся, я заеду в 5, поздороваюсь и тут же уйду. Ну, пожалуйста. Заходите. Я ребенка переодеваю, я сейчас. Я, конечно, понимаю, многим бы это показалось свинством, но то, что нас было с Ирой, уже давно позади. Мы тогда были просто детьми. Жора, Эдди, ну, проходите. Может, выпейте чего-нибудь? Правда, есть пиво или водка? да мне все равно, я пил кава-кава с индейцами маори.
виски с британцами, шампанское с французами. Теперь выпью пиво или водки с тобой. Кстати, я кое-что вам привез. Вот. Достал ее в Багомбо. Ручная работа. Багомба? Ну да, это на Цейлоне. Я там работал на одну компанию по добыче жемчуга. Платили отлично. Погода замечательная, но вот только муссоны задолбали. Сидишь целую неделю в одном доме, ждешь, пока закончится этот дождь. Все-таки мужика нельзя держать в 4 стенах. Сделается мягким и изнеженным, как баба. О как! У вас хорошо. Тесновато. Уютно. Все-таки, когда слишком просторно, от этого может сойти с ума. Я знаю, потому что в Багомбо я жил в особняке на 26 комнат. Ну, прислуги человек 12. Ничего хорошего. Зато дом обходился $200 в месяц. $200 за 26 комнат? Причем меня обманули, потому что предыдущий жилец платил 100. $100. Да? Ну и легко там найти работу. Ну ты ж семью не бросишь, верно? Зачем? Ну, потому что они работают только с холостяками. И при этом нужно иметь какую-нибудь специализацию. Например, там, знать судовождение или самолет уметь водить. Кстати, я планирую открывать свой бизнес. Добыча урана в Сибири. Ты что-нибудь понимаешь в радиации? В радиации. Все равно нужны только холостяки. Но места там замечательные. В лесах лоси водятся, рыбы в озерах сколько, но суровые. Женщинам и детям там не место точно. А ты кем работаешь? Менеджер по кредитам. Жорик, проверь фасоль. Хорошо. Что ты сказал? Хорошо, говорю, проверю. Фасоль? Ты совсем не изменился, Эдди. Ты тоже. Да. Ой, я себя чувствую старой теткой. Ты что, это неправда, ты похожа на парижскую модель. О, да. Ладно, не придумывай. Я не придумываю. Ты идешь по Елисейским полям. Ветер раздувает твои волосы. Все люди вокруг оборачиваются и смотрят только на тебя. Ты когда-нибудь была в Париже? Нет. Неважно. В Москве тоже есть много замечательных мест. Ты была в Москве? Не была. Ира, нельзя, чтобы жизнь прошла, ты так нигде и не побывала. Как понять, фасоль готова или нет? Вилкой в нее потыкай. Не готова. Ну, как говорится, за встречу. А, кстати. Он нам шкатулку привез. Из Багомба, правильно? Ну, почти. Из Багомба. Багомба? А это где? Ну, это на Цейлоне. Такая небольшая страна. Ну, там москиты, змеи, тигры. Ну, а много там тигров в этом Багомба? Ну как? Иногда, конечно, они подходят к деревням. Ну, тогда надо, чтобы кто-нибудь вышел и пристрелил его.
Во как! Вот. Что-то я засиделся у вас. Ладно, я пойду. Я провожу. Извини. Да. И это твой бывший муж. А зачем он вообще приезжал? Да ладно тебе. Поздороваться приезжал. Все-таки женаты были. Придурок все-таки. Багомба, урановые рудники. На что ты намекаешь? На то, что он трепло. И я не понимаю, как можно было вообще за такого выйти замуж. Ничего не трепло. Ну, может, приукрашивает. Нифига себе приукрашивает. Ну что, он тогда еще собирался поступать в Институт гражданской авиации. Ну и как? Поступил? Не знаю. Может, и поступил. Ну, не все же так, как мы, живут. А что? Наша жизнь тебя не устраивает? А что мы видели в этой жизни? Дальше Турции не ездили. Ну да, Турция ведь это не Багомба. Что твоя Турция? Фигня. А, фигня, то есть я зря за нее столько денег выложил. Столько ты уже денег выложил. Больше бы зарабатывал. Так я еще и мало зарабатываю. Ну, не миллионер. Ну, не миллионер. В Багомбах не живу. Да при чем здесь? Да при том. Так может быть не надо было бросать этого придурка? Перестань вести себя, как идиот. Так я еще и идиот? А знаешь что? А езжай-ка ты со своим Эдди в его Багомба. Твою мать, Багомба. Опять куришь? Ты ж бросать собирался. Передумал. Чего тебе? Может, хватит уже? И что? Читать умеешь? Да. Значит, тигровая Багомба у нас находится в Китае. Хватит, Жора. Просто он... Зачем он вообще приезжал? Потому что любит тебя.
Ну и правильно.